Сегодня сразу два мощных события здесь, в телеэфире. И в Конгресс-холле Торатау. Там проходит культовый форум «Арт-Курултай Дети». Первый день лета наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» отметил очень масштабно. 4 часа в прямом эфире наши ведущие принимали гостей. Самых ярких, талантливых и крутых мальчишек и девчонок Башкортостана. А какие проекты нужны республике? Вот именно детям республики? Наверное, нужно побольше просвещать их в историю войны. Могу сказать то, что вот эту кошку нашел я лично на Кавказе. Ну, учебный год я закончила хорошо, я пока в 10 классе, экзаменов нет. В рамках телемарафона «Дети могут все» мы узнали, как выжить в лесу, как побеждать в школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях, создавать изобретения и многое другое. Так. Внимание, Жилет нам нужен, мастер-класс. чтобы на всякий случай ни за что не зацепиться и не утонуть. Это минимальный набор для выживания. Допустим, произошла утечка газа и может автоматически перекрыть подачу газа до устранения неполадки. Так, ребята, тут что-то техничное, я им пока не мешаю. То есть вот в этой емкости должна быть вода. Я начал участвовать с 8 класса в олимпиадах. Это развивает креативность, твое нестандартное мышление, а также гарантирует тебе поступление в многие вузы. Аня Шишакова и Радомир Усманов в эфире главного телеканала республики общались с героями, которым есть что сказать. Понравилось работать в команде, там попались хорошие ребята. Еще один факт об этой скульптуре. Вон там же камера, да? А как правильно покупать печеньки? Надо всегда читать упаковки, из чего оно сделано, выбирать для себя самый лучший. На связь с нашими ведущими выходил Рустем Тухбетов. Рустем, привет! Как нас слышно? Радомир, Анна, спасибо. Хайрлер Тедалстар. С Днем защиты детей, с первым днем лета. Мы, дети Башкортостана, готовы созидать, создавать, творить для будущего нашей родной республики. И для этого сегодня собрались в Конгресс-холле Торатау на форум «Арт-Курултай Дети. В рамках форума все желающие могли поработать в команде над созданием проектов, которые, по мнению детей и подростков Башкортостана, им просто необходимы, и подсказать взрослым, в каком направлении нужно двигаться. Проекты распространяются по всей Уфе или по Башкортостану? В идеале, конечно, по Башкортостану, но это прежде всего зависит от бюджета. То есть, чем больше бюджет, тем больше кружков, секций, школ можно задействовать. В рамках пленарного заседания, которое, кстати, вели ведущие телеканала «Тамыр» Рустем Тухбетов и Настя Бурмистрова, были зачитаны самые яркие предложения. Карине Владимировна Хабирова, первая леди республики, и Амина Ивнеевна Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан, все внимательно выслушали и пообещали перейти к решительным действиям. Мне было сегодня очень приятно и очень волнительно принимать участие в «Арт-Курултай Дети» и слушать вас. Но на самом деле я заслушалась вашими проектами, и многие из них очень перекликаются как раз-таки с проблемами и вопросами, которые сейчас решают взрослые. Эмоций просто шквал. Поработали плодотворно. После такого дня своими эмоциями делится Аня Шишакова. Например, с утра мы вели двухчасовой прямой эфир, 2 часа на русском языке, 2 часа было на башкирском языке уже с другими ведущими. Вот, было очень много гостей, очень много сообщений, звонков, предложений, и это все, в принципе, было в ритме импровизации. Вопросы мы тоже некоторые придумывали по ходу. Это был очень новый опыт для меня. Вот, это было очень интересно. Поздравляем всех с началом каникул и летом. Давайте проведем это время так же насыщенно, как и 1 июня, День защиты детей. Татьяна Никитина, Руслан Бикбаев, специально для Горы новостей.